Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем расскажем. Электронный хаб по доставке лекарств. Качество, гарантированное лекарств, ассортимент, и скорость. Когда в России можно будет заказать доставку препаратов по рецепту. Все расскажет Салават Мухаммадулян. Главное – терпение. Напомню, что 48 часов считается от момента доставки в лабораторию. Не от момента забора, а от доставки в лабораторию. Почему результаты тестов на ковид приходят позже? Об этом Алия Хайрудинова. Процесс идет, решение находится. 50 почти вопросов мы взяли в работу. Я говорю, в целом вся власть. И на сегодня в работе остается 9. О чем сегодня договорились участники круглого стола, посвященного трассе М-12, узнал Дмитрий Аренин. Самый трогательный праздник. На первое место я ставлю мама и жена, семья. Второе место – это работа. Быть хранительницей домашнего очага – это талант или призвание? С современными мамами пообщалась Наталья Мизина. Правительство страны готовит эксперимент по онлайн-продаже лекарств по рецептам. Об этом сегодня рассказала Ольга Голодец, открывая с Рустамом Миннихановым первую в Татарстане аптеку с доставкой с собственным хабом. Это большой склад-распределительный узел. Напомним, об открытии Е-аптеки президент республики и глава Сбера Герман Греф договорились всего месяц назад. И уже с этого дня склад в Казани открыт. Здесь 18 тысяч наименований препаратов. Купить лекарства можно лично офлайн, заказав самовывоз или доставку через специальное приложение и сайт. Салават Мухаммадулин о новом цифровом явлении на рынке фармацевтики. 3, 2, 1. Заказ в обработке, и уже начинается его сборка. Так, первыми получателями лекарств становятся подопечные благотворительного фонда. Это первая в республике аптека с доставкой и со своим хабом. Пока здесь можно заказать препараты без рецепта. Остальные только лично, но это пока. Татарстан является одним из лидеров по технологическому обновлению и развитию. Это регион, который выделяется на общей карте России. Для нас сегодня очень важно, и мы находимся в преддверии серьезного события в пространстве Российской Федерации. Правительство готовит эксперимент, в рамках которого планируется разрешить не только доставку безрецептурных лекарств, но речь идет и о рецептурных. Республика готова к этому эксперименту. Это первый хаб Сбер Е-аптеки в Татарстане. В планах открытие 4 таких же в Казани, плюс пункты хранения в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Бугульме и в Зеленодольске. Не секрет, что есть некие перебои во многих регионах, и некоторые номенклатурные позиции у нас тоже появляются проблемы. Но наличие вот такого серьезного игрока, это очень позитивно отразится на спросе на лекарства нашего населения. Всего здесь на этих полках 18 тысяч наименований лекарств. Для сравнения, в обычной небольшой аптеке их около 4 тысяч. В день здесь готовы обрабатывать 1000 запросов. Чтобы сделать заказ, нужно скачать специальное приложение Сбер Е-аптека или зайти на сайт. Самое главное – это здоровье сейчас населения и здоровье бизнеса. И, конечно же, поэтому Рустам Юрьевич сразу же, в том числе, поставил нам здесь, в Татарстане, задачу для того, чтобы мы обеспечили жизнеспособность всех процессов, обеспечили население всеми сервисами и услугами, которые востребованы в это время. Орбидол, азитромицин, грипферон – все есть в наличии. Только вот пока их продают не больше 2 упаковок в одни руки. Все дефицитные препараты у нас ограничиваются, чтобы обеспечить максимально широкий спрос и чтобы действительно удовлетворить потребности тех, кто нуждается, а не тех, кто покупает про запас. Этот проект в республике удалось реализовать всего за месяц, в то время, когда вся страна испытывает жесточайший кризис с лекарствами. Запуск нового хаба сделает препараты доступными и решит проблему дефицита в регионе. Салават Мухаммадулин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. К теме медицины мы еще вернемся в выпуске и расскажем, как роботы и новые IT-разработки приходят на помощь врачам.
В Татарстане подтверждено еще 2 случая смерти от коронавируса. Это мужчина 45 и 65 лет. Первый был госпитализирован с пневмонией, другой с коронавирусом. Таким образом, общее число умерших от ковида в республике достигло 134 человек, сообщает республиканский штаб. Тем временем 83 новых случая коронавируса зарегистрировано в Татарстане за сутки. Это максимум за последние полгода. В России, между тем, очередной антирекорд – 27 543 заболевших. Каждый 4-й при этом не имел симптомов. Больше всего заразившихся по-прежнему в столице, почти 8 тысяч случаев. В Санкт-Петербурге 3687. У соседних регионов наибольший прирост в Ульяновской области – 248 человек, в Самарской чуть меньше – 245. В Кировской области 238 новых пациентов за сутки. Без малого 8 тысяч тестов на ковид сделали за сутки в Татарстане. Роспотребнадзор ограничил максимальный срок выполнения теста на коронавирус не более 2 суток, но с момента поступления биоматериала в лабораторию. Куда обращаться, если результат теста задерживают? Разрешат ли ресторанам работать всю новогоднюю ночь? Подробности в репортаже Алии Хайрудиновой. Новогодние маски. Как приятно их было надеть и водить хоровод вокруг зеленой красавицы. Вот, главная Казанская уже готовится зажечь свои огни. Но в этом году они останутся лишь как доп. Атрибут. Главный акцент будет на безопасность. Здесь надо подходить очень взвешенно работодателям и все-таки оценить возможность жизненной необходимости проведения корпоративов в настоящее время. Пандемия пандемией, а новогоднее настроение никто не отменял. И если казанские улицы уже начали украшать, бронировать рестораны на новогоднюю ночь никто не торопится. Окончательное решение по режиму их работы примут в середине декабря. Пока требования те же. Банкеты до 100 человек, заполняемость мест общественного питания 70%. Время работы до полуночи. Однозначно, я считаю, на сегодня не проводить корпоративы по месту работы. То, что раньше было очень популярно, да, непосредственно в коллективах. Если это кафе, если это ресторан, то с соблюдением тех требований, которые на сегодня существуют. Обо всех нарушениях санэпидрежима можно сообщить на горячую линию Роспотребнадзора. Ее запустили неделю назад, и за это время поступило лишь 15 звонков. Основное беспокойство – долгое ожидание результатов теста на ковид. В постановлении, подписанном главным санитарным врачом России, черным по белому, срок выполнения теста 48 часов. Отчет вот этих 48 часов, о которых вы говорите, он наступает от момента поступления материала в лабораторию. Не с момента выхода врача, а именно с момента поступления. К слову, совсем скоро система рассылки результатов будет централизована. Татарстан снова в пилоте. Результаты будут стекаться в единую базу и рассылаться гражданам через портал госуслуг. Алия Хайрудинова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Где можно сдать тесты и получить анализы? Как вести себя после контакта с заболевшими? Эти и другие вопросы можно задать по короткому номеру горячей линии 122. Прежний номер при этом также продолжает работать. Роспотребнадзор прошелся по вузам Татарстана. Где выявлено нарушение и что грозит учебным заведениям, читайте в интернет-газете «Реальное время». Диалог продолжается. Сегодня в Госсовете прошел очередной круглый стол, посвященный строительству трассы М-12. Точного маршрута пока нет. Чтобы он получился максимально оптимальным, рабочая группа, где представлены представители министерств и жителей сел и деревень, обсуждают, как и что нужно сделать. Что ценного родилось в сегодняшнем разговоре, узнал Дмитрий Аринин. Очень ответственно подошли к работе. Глава Миндортранса сообщает, большинство из полсотни озвученных ранее на встречах предложений жителей учтены. Так есть договоренность предоставить другие участки садоводам из товарищества «Актер». Еще обсуждаемый маршрут трассы можно отодвинуть от Тарлашей и Каипов. До населенных пунктов Державина и Пелево остались, и трасса прошла на достаточно большом расстоянии, безопасном расстоянии. И таким образом трасса скомпоновалась возле Каипов максимально комфортным. Большая часть встречи сегодня была посвящена ответам на вопросы жителей поселков, рядом с которыми может пройти трасса. Так, один из вопросов, не окажутся ли в этом коридоре закрытые скотомогильники, ведь при строительстве они будут представлять опасность. Произвести исследование, потому что у нас очень много признаков того, что скотомогильник все-таки есть.
будет сезон, будет погода, ветеринарная служба соответствующие живые изыскания на месте проведет. Еще спрашивали, может ли быть расширен состав рабочей группы и произведена замена участников. Я уйду в декрет, чтобы, вот, например, какой-то... Вам нет замены, Карин. Мы не согласны вас заменить. Заменю, или кто-то может заболеть, то есть, чтобы такая возможность. Ну, давайте проговорим. Сегодняшняя встреча шла 1,5 часа. Как отметили, получился конструктивный диалог. Процесс подвинулся. И, конечно, со стороны Кабмина, какое здесь отношение, Фарид Мухдарисович, вам спасибо, и Фаниль Анварович, и всем представителям Кабмина. Поставили себе цель выстроить диалог, чтобы государственный заказчик, проектант, подрядчик, значит, наши ведомства услышали, что беспокоит людей, которые живут вот, в будущем, да, примерно местонахождение трассы. Ну и, на мой взгляд, этот диалог выстроен. Диалог будет продолжен. В планах рабочей группы выезд в Тарлаши и встреча с жителями уже в большом составе. Дмитрий Айринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Главная профилактика. Сегодня руководители общественных организаций республики рассказали, как они противостоят коррупции. Как отметили, упор не на выявление преступлений, а не на недопущение условий для возникновения коррупции. Так, в госорганах и муниципальных исполкомах действуют общественные советы. Они следят за работой чиновников и занимаются правовым просвещением граждан. Еще независимые эксперты, общественники проверяют, чтобы в нормативных актах не было предпосылок для коррупционных действий. Не позволяя чиновникам выходить за пределы своих полномочий. В этом году было проверено более 200 документов, большинство нарушений уже устранены. Также в Общественной палате республики действует горячая линия, куда люди могут сообщить о фактах коррупции. Поступил звонок, где были озвучены конкретные факты по вымогательству взятки, значит, одним из врачом. Значит, тут же было заведено уголовное дело сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями. Этот врач был отстранен от работы. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. Технологии здоровья почти не требуют участия человека, хотя, конечно, последнее слово остается за врачом. Как о здоровье людей начинают заботиться роботы и искусственный интеллект? На конференции о цифровых тенденциях в медицине узнал Рамиль Шайдуллин. Самый трогательный праздник. На первое место я ставлю мама и жена, семья. Второе место – это работа. Быть хранительницей домашнего очага – это талант или призвание? С современными мамами пообщалась Наталья Мизина. На помощь медикам придет искусственный интеллект. Об этом и не только сегодня говорили в Казани на конференции о цифровых тенденциях в медицине. Так, например, разработка Иннополиса уже сегодня помогает с помощью нейросетей определять болезни на самых ранних стадиях. А в районных больницах благодаря технологиям можно получать помощь, как в столице. Заменит ли врача цифровая медицина? Мнение выслушал Рамиль Шайдуллин. Работает там. Как раз сейчас запустили. Рустам Миниханов и Ольга Голодец знакомятся с новой системой экспресс-тестов. Она в десятки раз меньше, чем аналоги, но один в один по функционалу. Так пандемия поменяла технологии, сделала их умнее и практичнее. Об этих тенденциях сегодня говорили на Всероссийской конференции «Цифровая медицина». Сегодняшние технологии в корне меняют систему, позволяют даже лечебные учреждения, которые у нас находятся на периферии, сделать для нашего пациента такую же консультацию, такой же уровень и качество, которое есть в таких центральных лечебных учреждениях. Сегодня информационные технологии – это способ защиты нашего населения. В зале медики, разработчики, эксперты. На стендах последние IT-разработки. Так, в Иннополисе создали свой способ выявлять болезни. Диагноз ставит нейросеть. Почти не требует участия человека, хотя, конечно, последнее слово остается за врачом. Это работает быстрее. А вот разработка компании из Казани обеззараживает воздух. Но для этого не нужно покупать отдельное устройство. Достаточно насадки, которая крепится на уже имеющийся кондиционер. Позволяет обеспечить высокую производительность до 700 до 900 кубов в час, что в 10 раз выше, чем эффективность наших существующих уже на стенах рециркуляторов. Ну давайте, если дешево будет, мы тоже будем использовать. Один из примеров, как о здоровье сегодня заботятся технологии, вот этот сервис, где достаточно встать на платформу
И здесь же можно уже измерить свое кровяное давление. Для этого здесь есть специальный тонометр. Не разговаривайте. Если вы хотите остановить измерение, нажмите красную кнопку. Или, например, насыщенность крови кислородом. Для этого здесь есть специальный оксиметр. Все эти результаты пока на бумаге, но все это останется в прошлом. Обсуждается вопрос о новом методе хранения данных. У нас какие-то есть на бумаге наши медицинские документы, что-то уже есть в электронном виде, есть снимки, есть архивы. И, конечно, наша платформа, чтобы каждый из нас мог в одном месте, современно в электронном, желательно планшете, иметь всю информацию по себе. Куда без самого человека. Здесь же наградили лучших татарстанских врачей за активное участие в цифровизации медицинских услуг. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Как телемедицина и искусственный интеллект помогают системе здравоохранения Татарстана, сегодня Ольга Голодец показали в РКБ. Благодаря цифровым сервисам медики республиканской больницы могут принимать пациентов онлайн и давать консультации дистанционно. Это особенно актуально в период пандемии. По видеосвязи врач оценивает состояние больного, ставит диагноз и расписывает лечение, не выезжая на место. Кроме того, в числе пилотных цифровых сервисов в больнице работает топ-3 диагноза. Здесь искусственный интеллект по жалобам пациента предлагает врачу 3 наиболее вероятных диагноза. Центральный архив медицинских изображений, и мы видим все изображения по республике, которые сделаны в компьютерных томографах, рентген-аппаратах по всей республике. И мы можем подвергать искусственному интеллекту все снимки со всей республики. Тему истории архивов — это очень хорошее предложение. Это несложное. Да, это другой апгрейд. Там же в ДРКБ Ольга Голодец посетила дом Роналда Макдональда и вручила сертификат на 1 000 000 рублей на поддержку благотворительного фонда. Позже в Доме правительства прошла встреча Ольги Голодец с Рустамом Миннихановым. Президент вручил ей медаль «Столетия образования ТАССР». Обсуждали вопросы внедрения цифровых технологий банка в сфере здравоохранения. Они позволяют снизить нагрузку на медучреждения в период пандемии. И еще Рустам Минниханов сегодня встретился с заместителем руководителя федерального казначейства Ильей Исаевым. В Доме правительства они обсудили работу республиканского управления ведомства, вопросы финансовой дисциплины и исполнения регионального бюджета в условиях коронавирусной пандемии. Итоги исполнения бюджета за 9 месяцев и бюджет на декабрь. Темы, которые стали главными сегодня на заседании Совета директоров компании «Татнефть». Провел его Рустам Минниханов. Так, на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличен выпуск нефтепродуктов, на 5% выпуск шинной продукции. В сфере образования «Татнефть» реализует программы по обучению сотрудников, а также жителей регионов, где развернута деятельность компании. Также на заседании был рассмотрен ряд других вопросов. Молодые специалисты Татнефти дошли до финала международного инженерного чемпионата КСИН-2020. И не случайно татарстанские специалисты показали столь высокие результаты. На протяжении 5 лет Татнефть выступает генеральным партнером фонда «Надежная смена», который организует этот престижный конкурс. В чем секрет успеха наших инженеров и какие возможности открывает участие в чемпионате КСИН, расскажет Юлия Гоголева. В геологоразведке Артур Ахмедшин работает 10 лет, и он не раз участвовал в международном инженерном чемпионате КСИН, проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Для сотрудников это такая территория личностного роста, где они могут прокачать свои гибкие навыки, завести новые знакомства и завязать какие-то отношения долгосрочные с партнерами из других компаний. Последний очный отборочный этап чемпионата в марте прошел в Уральском университете. После этого из-за пандемии все задания перевели в онлайн, но и в этом были свои плюсы. Изначально речь шла о 50 технических университетов, то в итоге почти 100 представители почти 100 университетов у нас смогли принять участие в отборочных этапах чемпионата. Попытать свои силы на КСИН могут не только молодые специалисты компаний топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов, но и школьники и студенты профильных вузов. В Татарстане это нефтяной институт в Альметьевске, энергетический университет, Казанский федеральный университет и Казанский национальный исследовательский технологический университет. В нашей стране очень нужны молодые талантливые инженеры. А чемпионат КСИН – это прекрасная возможность найти таких ребят. Участие в проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – шанс проявить себя, поступить в престижный вуз и найти работу. Ребята могут стажироваться и трудоустроиться в ведущей компании страны. Юлия Гоголева, Александр Лобанов, ТНВ, Казань.
Психологическое тестирование, пуск установки и помощь пострадавшему коллеге. Такие испытания прошли аппаратчики Нижнекамскнефтехима. Здесь состоялся конкурс по профессиональному мастерству. Победитель получил путевку на республиканские соревнования. Кто им стал, узнаем далее. Побороться за звание лучшего по своей профессии пришли 15 аппаратчиков из различных подразделений Нижнекамскнефтехима, а также 3 студентов колледжа нефтехимии и нефтепереработки. К конкурсу допускались аппаратчики 4 и 5 разряда в возрасте до 35 лет. Конкурсы профмастерства, они абсолютно необходимы, потому что здесь есть возможность показать свои профессиональные навыки работникам, проявить себя. Конкурсная программа состояла из теоретических и практических заданий, блока вопросов, связанных с охраной труда, а также прохождением социологического тестирования. В теоретической части предстояло за 40 минут ответить на 60 вопросов. Кроме этого, жюри оценивало навыки оказывания первой медицинской помощи и проведения отбора проб продукции. В практической части конкурсантам предстояло провести пуск и остановку технологической колонны. Также была проведена деловая игра, где по смоделированной ситуации жюри определяло компетенцию каждого специалиста. Я считаю, что здесь нет разницы мужчин или женщин. Я считаю, что каждый участник, он достоин. Здесь собрались самые лучшие, и я очень рада познакомиться с каждым из них, потому что они действительно очень достойные ребята. По итогам конкурса первое место занял аппаратчик завода олигомеров и гликолей Никита Исаев. Его коллега по цеху Аяз Ибрагимов стал вторым. Замкнул тройку победителей Тимур Сарваров, аппаратчик завода Бутилова-Колчука. Победитель Никита Исаев будет представлять Нижнекамскнефтехим на республиканском конкурсе профмастерства. Продукты производителей Татарстана стали номинантами конкурса «Вкусы России». Проголосовать за них можно до 2 декабря. Об этом на своей странице в Инстаграме напомнил Рустам Минниханов и призвал татарстанцев поддержать местную продукцию. Всего от нашей республики подано 22 заявки. Отметим, что участники конкурса смогут выиграть грант на развитие производства. Проголосовать можно на сайте «Вкусы России». Глава Минобра Ильсур Хадиуллин сегодня встретился с победителями всероссийского конкурса профессионального мастерства «Сердце отдаю детям». Накануне педагогов из Казани наградили в Санкт-Петербурге. Татарстан на конкурсе представляли 6 педагогов. Каждый из них победитель своей номинации. В республику привезли и главный приз. Анна Григорьева получила первое место среди 9 десятков педагогов из 35 субъектов страны. У меня ребята, получается, на занятиях осваивают астрономию, космонавтику. Это на стыке еще с инженерным делом, с техникой. Прокачиваем мы также сильно soft skills. Педагогическое сообщество республики хорошо оценивает вот такие победы. Каждый педагог знает, столько сил, столько энергии, столько времени отдается для того, чтобы стать победителем. В этом году в Татарстане впервые мамами стали более 13 тысяч женщин, а общее число многодетных семей в республике достигло 40 тысяч. Современные мамы сегодня успевают и быть хранительницей домашнего очага, и строить успешную карьеру. Один из ярких примеров в республике Альбина Насырова, основательница первой в Татарстане сети полилингвальных детских садов. Многодетная мама и общественный деятель. Наша съемочная группа спросила, каково это быть мамой и своим, и чужим детям. Всех излечит, исцелит добрый доктор Айболит. Новый день, новый язык. Такая традиция в семье Насыровых зародилась еще 11 лет назад. Тогда Альбина впервые стала мамой и определила для себя главное правило – давать детям свободу, в том числе в изучении языков. Ведь именно так воспитывали ее саму. Она мне всегда доверяла, да, то есть мне было не стыдно, не страшно подойти к маме и спросить, а что мне делать, а можно ли мне. И всегда давала свободу выбора. Хочешь в театральный, поступай в театральный. А хочешь уехать там в Америку, пожалуйста, езжай. Я теперь-то это понимаю, насколько было моим родителям сложно дать вот эту вот свободу. У Альбины Насыровой 3 детей. Вместе с мужем каждого ребенка воспитывают в многоязыковой атмосфере. Татарская музыка, сказки русских писателей, диалоги на английском и китайском. Семейные традиции стали основой для собственного дела. 7 лет назад Альбина Насырова открыла первый в Татарстане полилингвальный детсад. Мы изучали в городе наши детские сады, опыты. Такой практики не было. И пришла идея, вдохновение попробовать открыть небольшой детский сад для своего ребенка и сделать все, чтобы я, как мама, хотела для своего ребенка.
Так начинается каждое утро. Альбина Насырова, словно Мэри Поппинс, окружает заботой и вниманием каждого ученика. Для нее все дети уже давно стали родными, а школа – вторым домом, где есть свои ценности и традиции, а мечты ребенка на первом месте. У меня большое желание, чтобы выпускники наших школ, республики, были конкурентоспособными не только в России, но и во всем мире. С этими мечтами мы живем. Обратите внимание, Десур Гараевич, на качество подготовки и переподготовки кадров дошкольников с английским, с татарским языком. Большой опыт, будучи мамой, потом педагогом, сейчас она применяет в общественной и законотворческой деятельности. С трибуны парламента все чаще отстаивает интересы учителей. В депутатской группе Мерхамед активно решает проблемы матерей. Ведь женщина, как никто другой, понимает, что нужно для детей и семьи. Альбина сама признается, быть успешной ей помогает муж и дети. Их поддержку она чувствует постоянно. Женщина, когда становится мамой, вот по моим впечатлениям, прибавляется какая-то новая энергия, новые силы. И это очень здорово, это очень важно. Наталья Мейзнов, Файруза Мазитова, Рамзиль Гарипов, ТНВ «Казань». Пока на этом все. Больше новостей в наших аккаунтах в соцсетях ВКонтакте и Инстаграм. Сейчас о погоде и до встречи. Здравствуйте! В предстоящие сутки снег усилится. О погоде в районах республики поговорим после полезной информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево облачная погода сохраняется, снег усилится и станет чуть теплее. Снег кружится и в Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге. На термометрах небольшой минус 3 градуса. Погода волшебная, природа красивая. Главное – уметь замечать прекрасное. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше снега станет больше, пока усиления морозов ждать не стоит. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси снежный и пасмурный циклон. Местами метель минус 4. На юго-западе, в Болгаре, Дрожжаном, Буинске облачная погода со снегом, мягкий мороз и сугробы. Будьте внимательны. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температура немного повысится, а снег усилится. Что ж, репетиция зимы прошла успешно. Ноябрь готов передать эстафету зиме. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций. Пациентов с жалобами на боль в спине часто направляют к хирургу. Мне уже удаляли грыжу позвоночника. Снова направляют на операцию. Что делать? В «Доктор Ост» вместо хирурга роботы помогают избавиться от грыжи без операции. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуться к жизни без боли просто. Звоните сейчас. Торопитесь получить лечение на роботе по выгодной цене. Что, накипело? Да нет. Забудьте о накипи. Гейзер Макс работает в 6 раз дольше обычных фильтров. Фильтр Гейзер Макс защищает от накипи в 6 раз дольше обычных фильтров для жесткой воды. В очищенной воде сохраняются природные минералы и полезные микроэлементы кальций, магний и калий. В Казани по-прежнему облачно, снег местами сильный. Ночью минус 5, днем около 2 мороза. Ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление выше нормы 763 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 94%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.